Эти новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Вакцина от коронавируса полностью безопасна. Информация о смерти якутянки не соответствует действительности. Вакцинация началась в Нюрбинском районе. Культурно-досуговые учреждения республики открываются для посетителей. Главное – это соблюдение всех мер безопасности. 1500 участников и более 80 компетенций. Чемпионат WorldSkills начинает свою работу в регионе. Информация о смерти якутянки от вакцины против COVID-19 не соответствует действительности. Об этом сообщает региональный Минздрав. В соцсетях и мессенджерах гуляет сообщение о смерти жительницы одного из районов республики, якобы умершей после получения вакцины от коронавируса. В ведомстве напоминают, что в социальных сетях много недостоверной информации о вреде здоровья от вакцинации, о якобы принуждении к получению вакцины. И предупреждают, что за распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность. В республике против коронавируса получили вакцины более 1800 человек, в том числе двукратное вакцинирование 440 якутян. Между тем, сотрудников и подопечных всех учреждений соцобслуживания в республике начнут вакцинировать со следующей недели. По информации пресс-службы Минздрава Якутии, учреждения готовы к проведению прививочной кампании против коронавируса. Ведется разъяснительная работа, определены группы работников. Также идет разработка маршрутов вакцинации с учетом особенностей хранения препарата. Также вакцинацию начали и в Нюрбинском Улусе. Накануне в район была доставлена первая партия вакцины. О том, кто и как начал получать прививки, в следующем материале. Вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Нюрбинский район прибыли буквально вчера в количестве 285 упаковок. И уже сегодня первые пациенты получили вакцину. Вот так выглядит упаковка. Препарат называется Гамковид. ВАК – это тот же спутник Ви, разработанный российскими учеными. Для прибытия первой долгожданной вакцины против COVID-19 Нюрбинская ЦРБ начала подготовку заблаговременно. Так как вакцина должна храниться в особых условиях, медики подготовили специальное холодильное оборудование. Вакцинацию населения по приказу Минздрава республики распределили по 3 категориям. В первую категорию входят медики, граждане, проживающие в социальных учреждениях, сотрудники Роспотребнадзора и другие. В Нюрбе первым, кто получил вакцину, стала руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Галина Николаева. Ощущение, как обычный укол. Никаких больших ощущений нету, но будем надеяться, что после второй вакцинации у меня будет иммунитет к COVID-19. А так, если у нас будет индивидуальный иммунитет, то есть после вакцинации это у нас индивидуально. Если у нас много людей будет вакцинироваться, у нас будет уже коллективный иммунитет к этой болезни. Поэтому болеющих станет намного меньше. Вакцинация проводится в 2 этапа. После первой инъекции спустя 21 день вводится второй компонент вакцины. За 2 дня в Нюрбинском районе будут охвачены вакцинацией 285 человек. Следующая партия спутника Ви в количестве 1600 ампул ожидается в первом квартале 2021 года. Конечно, вакцинация – это в добровольном порядке, но на сегодняшний день вакцинация – это практически единственный способ приостановить пандемию коронавирусной инфекции во всем мире. Вакцина будет поступать. Сначала будет прививаться по приоритету 1-го уровня, 2-го уровня, 3-го уровня и потом уже, конечно, все население. Вакцинацией будет охвачено все население района, достигшее 18-летнего возраста, за исключением тех, кому вакцина противопоказана. О сроках завершения вакцинации говорить пока рано, так как заветную инъекцию будут ставить по мере поступления следующих партий вакцины. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Культурно-досуговые учреждения республики открываются для посетителей. Согласно указа главы Якутии, разрешается деятельность домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ, но при условии половины загрузки зрительного зала. Также возобновят работу клубы и групповые занятия с количеством участников не более 15 человек, без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ. Главное, во всех учреждениях должны соблюдаться все меры по обеспечению безопасности зрителей.
Сегодня открылись дома культуры, а их у нас больше, чем 400. Это радостное событие, но и еще ответственное событие. Поэтому мы сегодня начинаем осторожно работать, предоставляем еженедельную отчетность. По организации нашей работы тоже 50% только зрителей. И с учетом социальной дистанции, применения масочного режима и всех мер, ограничений мер санэпидстанции по поводу того, чтобы никто не переболел и наши дома культуры не стали очагом вспышки нового заболевания. Ужесточены наказания за оскорбление. Об этом информирует Якутский городской суд. Административный штраф за оскорбление для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для организации от 100 до 200 тысяч. Стала серьезнее ответственность, и за оскорбление в СМИ должностное лицо заплатит от 50 до 100 тысяч рублей. Организация от 200 до 700 тысяч. Также установили штрафы за публичное оскорбление в интернете. Кроме того, появится новый вид правонарушения. Это оскорбление со стороны чиновника. Наказанием станет штраф от 50 до 100 тысяч рублей или отстранение до года. Развитие минерально-сырьевой базы Якутии обсудили на площадке Гайдаровского форума. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая собирает вокруг себя главных экспертов, членов правительства, топ-менеджеров России и мира. В этом году был выбран девиз «Россия и мир после пандемии». В форуме активное участие принял и глава Якутии Эсет Николаев. Так, в ходе одной из дискуссий обсудили развитие добывающей промышленности на территории нашей республики. На текущий год поставлены амбициозные задачи по реализации новых проектов. 2021 год, безусловно, для нас это год выхода из проблем, которые 2020 год нам оставил. Уверен, что наши проекты в части минеральной сырьевой базы, они все пойдут вперед. У нас в 2021 году мы ожидаем в части золота, например, крупнейшего проекта, не даже для республики, а в целом для страны. Это Нежданинское золоторудное месторождение, группа компании «Полиметалл». Большие средства вложены, проект реализован. И в первую очередь в сентябре 2021 года уже вступит в работу. Это на самом деле событие для золотодобывающей промышленности в целом всей страны. Мы, безусловно, считаем, что 2021 год – это год начала реального роста Эльгинского проекта. Эльга-Уголь после смены собственников демонстрирует неплохие показатели уже к концу 2020 года. Ну и в 2021 году мы начнем, мы считаем, и реализацию этого крупнейшего проекта, который способен вывести Эльга-Уголь в число крупнейших угледобывающих компаний нашей страны. И мы уверены, что так и будет уже в ближайшее время. Чемпионат WorldSkills начинает свою работу в Якутии с 18 по 29 января. Состоится 9-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в очно-дистанционном формате. В нем примут участие около 1500 участников, победителей муниципальных отборочных этапов, которые будут соревноваться по 82 компетенциям в 3 возрастных категориях – юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых 50+. По информации Миноборнауки региона, чемпионат пройдет в 10 районах республики, где будет задействовано порядка 30 соревновательных площадок. Новые компетенции у нас с каждым годом появляются. Рекрутер появился в этом году, охрана труда, речные суда, обработчик рыбы. С очень разных таких направлений появляются новые компетенции. Заявок подано достаточно, больше 1700, из них допущены к 1500. Якутский автодорожный техникум прошел партнерскую проверку образца местного уровня госкорпорации «Росатом» совместно с Управлением образования Якутской и Высшей школы инновационного менеджмента. На протяжении полугода в техникуме реализуются проекты по повышению эффективности работы, которые направлены на организацию бережливого производства. За это время в учебном заведении уже реализованы 2 проекта, и еще 2 находятся на стадии реализации. По итогам проверки техникум получил максимальные оценки по всем пунктам. Тарифы на связь в России могут вырасти сразу на 15%, в том числе из-за пандемии. По мнению аналитиков, в текущем году рост тарифов будет неравномерным. Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей, отмечается в исследовании. На рост тарифов может повлиять увеличение затрат на расширение мощности сети из-за пандемии, а также недоступность для операторов дешевых частот для 5G, для которых необходимо более дорогое оборудование.
Полгода в Мирном работает мобильное приложение «Умный транспорт». Программа помогает отслеживать маршрут автобусов и понимать, когда нужно выходить на остановку, чтобы не замерзнуть. Наши коллеги выяснили, пользуются ли приложением горожане и насколько полезен умный транспорт. Большинство из нас утром либо после работы спешат на остановку общественного транспорта, чтобы доехать до дома или также до работы. Сейчас на улице морозы, и никто не хочет стоять на остановке в ожидании своего автобуса. Но можно установить приложение «Умный транспорт» и отследить свою маршрутку в режиме реального времени. Разработчики приложения «Умный транспорт» обещают, свою маршрутку можно отследить вплоть до секунды. Но эксперимент нашей съемочной группы показал, платформа работает с погрешностями. В некоторых случаях автобус задерживался на 2-3 минуты, а в некоторых приезжал раньше положенного времени на минуту. Все городские автобусы, задействованные на перевозках, видны в приложении. Чтобы пользоваться умным транспортом, достаточно установить его. Оказалось, многие мирнинцы про такого помощника не слышали, а некоторые просто не хотят устанавливать на свой телефон приложение. Им проще по старинке доверять расписанию на остановках. Установить не хотите? Нет, не хочу. Но на каждой остановке расписание висит. И они по этому расписанию ездят, автобусы? Да. Ездят. Скачать приложение «Умный транспорт» на смартфон можно через App Store или Play Market бесплатно, а после выбрать в строке нужный город. Приложение в Мирном работает хоть и с погрешностями, но можно быть уверенным, что автобус точно подъедет на вашу остановку в течение 5 минут. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, дезинфицировать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.